В эфире передача «Криминальный Якутск». Я ее ведущий Айсен Николаев. Сегодня в выпуске. Миллионер из Мархи. Мужчина украл товара на 3 миллиона рублей. Вещи перетаскивал через сестру и по соседней улице вывозил. На чем вывозил? На Москвиче на 41-м. Рыцарь дорог. Госавтоинспекции исполняется 80 лет. 22 июня в Мархи был задержан мужчина, подозреваемый в крупной краже. В столичную полицию обратился предприниматель из КНР, который сообщил, что из его склада по улице Стахановская был похищен товар на сумму 3 миллиона рублей. Оперативниками был установлен и задержан ранее судимый мужчина, который проживал на соседней улице. В ходе допроса он дал признательные показания. В воскресенье 19 числа с этого адреса 16 Стахановский переулок был похищен товар, вещи китайские с той стороны. Какие именно? Сколько? Не знаю количество. В баулах. Сколько баулов? 6 баулов. Дальше что делал? Вытащил их. Вещи перетаскивал через сестру и по соседней улице вывозил. На чем вывозил? На Москвиче на 41-м. Ваша собственность? Да. Далее. Сбывали? Нет, все при мне осталось. В полном объеме? Все отдал. Не успел сбыть, да? Какого числа были задержаны? 21-го. 21-го. Ясно. Свою вину признаете? Да, признаю. В полном объеме? В полном. Соседкой китайского предпринимателя оказалась сестра злоумышленника, которой он шел через пустырь. Увидев, что часть забора плохо закреплена, мужчина отжал ее гвоздодером и через образовавшуюся брешь вытащил 6 баулов с вещами. Подозреваемый в 2 захода увез краденое домой. В ходе проведенного обыска похищенное было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. 21 июня 2016 года оперативниками отделения по раскрытию квартирных краж совместно с 3-м отделом полиции задержан житель микрорайона Марха, который подозревается в совершении хищения в особо крупном размере. Похищенное изъято в ходе обыска в полном объеме. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сегодня наша рубрика «Город дорог» посвящается 80-летию со дня образования Госавтоинспекции. У нас в гостях начальник отдела Госавтоинспекции города Якутска, майор полиции Александр Романенков. Здравствуйте, Александр Викторович. Здравствуйте. Основная задача вашей службы – обеспечение безопасности на дорогах города Якутска. Какова обстановка на дорогах сейчас? На территории города Якутска и его пригородах зарегистрировано 216 дорожно-транспортных происшествий, 13 человек погибло и 259 получили ранения. 37 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано с участием детей, в которых 2 человека погибло и 37 получили ранения. Особое внимание Госавтоинспекция города Якутска уделяет водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. С начала года уже зафиксировано 28 дорожно-транспортных происшествий данной категории участников. Сегодня Госавтоинспекции исполняется 80 лет. Конечно, технический прогресс не стоит на месте. Что за это время появилось на вооружении у инспекторов? За это время в Госавтоинспекции появилось много технических средств, которые позволяют выявлять административное правонарушение. Система Паркон позволяет выявить водителей, которые нарушают правила остановки, стоянки транспортных средств. Система выявления административных правонарушений «Поток», который устанавливается на всех выездах города Якутска, позволяет считывать все госномера выезжающих и выезжающих из города Якутска транспортных средств. Прибор, позволяющий измерить светопропускаемость стекол, также шумомер на вооружении Госавтоинспекции. За это время у нас обновился автопарк. Можно заметить, что на дорогах города Якутска у нас появились новые транспортные средства, которые по техническим характеристикам могут не уступать, так сказать, японским спорткарам. Благодаря сотрудникам дорожно-патрульной службы предотвращаются многие автоаварии и пресекаются правонарушения на дорогах. Чем еще занимаются ваши сотрудники? Сотрудники Госавтоинспекции не только на дорогах обеспечивают безопасность дорожного движения, но и занимаются раскрытием преступлений. С начала года сотрудниками ДПС выявлено и раскрыто более 200 преступлений, такие как угон транспортного средства, выявление незаконного оборота наркотических средств.
Кроме того, сотрудники госавтоинспекции не только спасают жизни на дорогах города Якутска. В прошлом году автопатруль, следуя по маршруту патрулирования, вовремя заметил возгорающее здание, прибыл на место происшествия, спас людей, в том числе одного ребенка. Александр Викторович, как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы дороги стали безопаснее? Госавтоинспекция ежедневно проводит работу в данном направлении, но не только работа госавтоинспекции в этом зависит, но и само правосознание каждого участника дорожного движения, как и водителя, так и пешехода. Потому что если мы на дорогах не будем соблюдать правила дорожного движения, элементарные правила, то у нас участятся автоаварии. Все участники дорожного движения, им необходимо просто соблюдать правила дорожного движения. Что планируется провести в рамках празднования 80-летия госавтоинспекции? Планируется проведение оперативного совещания, на котором будут отмечены результаты работы госавтоинспекции, а также будут поощрены лучшие сотрудники, отмечены как почетными грамотами, так и наградными знаками. Что бы вы хотели пожелать своим сотрудникам в честь 80-летия госавтоинспекции? В честь празднования Дня госавтоинспекции хотелось бы пожелать всем сотрудникам госавтоинспекции счастья, добра, успехов, семейного благополучия и безопасных дорог. Спасибо, Александр Викторович, что нашли время ответить на наши вопросы. Всего вам доброго. Всего доброго. Татьяна Соколова поступила на службу в госавтоинспекцию в 80-м году, а именно в группу пропаганды и агитации, где они постоянно придумывали новые конкурсы, даже читали лекции перед киносеансом. Словом, интересная, захватывающая, но в то же время беспокойная работа. Девушки в форме, несомненно, выглядят необычно красиво, но Татьяна Олеговна признается, что иногда хотелось наряжаться в яркие платья и юбки. В Саратовскую школу милиции отправили. Шинель была, размера 58-го, наверное, и очень короткая. Строевой смотр. И генерал, начальник школы, и обращается ко мне. Вы с какого региона? Я говорю, с Якутии. Он говорит, я вам разрешаю ходить в гражданской одежде. Потому что, до того это было безобразно. Именно Татьяна Олеговна является основателем республиканского сбора юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук», который действует и по сей день. Служба милиции требует огромной самоотдачи, даже в счет личного времени. Часто приходилось работать в выходные и праздники. Согласитесь, тут без понимающей половинки никак. С мужем ей повезло. Владимир Иннокентьевич сам служил в милиции. Но в 90-е ушел в свое дело. Также помогали бабушки. Я не знала, что такое детей в сад увезти. Если надо, он и в магазин съездит, и продукты купит. Очень семейная женщина. С работы приходим, это раз, и буквально за полчаса уже все там на столе, и ужин. У меня родина, это Хангаласский улус, это деревня Иланка. Там очень живописные места. У нас там дом, если бы не работал, вообще бы уехал и жили бы там. Татьяна Олеговна считает, что самое главное в жизни – это семья. И когда настал пенсионный возраст, она ушла из ГАИ. Да и забот в доме хватало. Сейчас она с удовольствием уделяет время своим детям, внукам, занимается огородом, читает книги. Ведь раньше она могла только мечтать об этом. Когда служила, надо же было придумывать что-то, все новое и новое. И вот я вечером не могу уснуть, и все, лежу, и в голове у меня а что бы придумать, а как бы это сделать. А когда ушла на пенсию, я 2 месяца спала. Парадокс, но у нашей героини, которая на зубок знает правила дорожного движения, нет водительского удостоверения. Она боится садиться за руль. Постоянно ощущаю внимание своей службы. Нас не забывают, ветеранов, и большое спасибо коллективу, руководству госавтоинспекции. Хотелось бы поздравить всех и ветеранов, и действующих сотрудников, чтобы служба у них шла безопасно, чтобы в семьях ждали. И самое главное, конечно, количество дорожно-транспортных происшествий на наших улицах стало гораздо меньше. Да будет так, Татьяна Олеговна. Ваши слова-то Богу в уши.
окрашена серыми буднями. Идешь ты перекатами, тропами трудными. И пускай не ловишь звезд с небес, но в себя веришь ты. Неподдельный делу интерес видят все, знаешь ты. Да, кругом полно опасностей, черствости, наглости. Но находишь в черноте такой ты свои радости. Благороден и почетен твой непростой тяжкий труд. И кому стучится в дверь беда, те тебя всюду ждут. Сегодня праздник у тебя, и ты сидишь в кругу друзей, коллег, товарищей своих, жены любимой и детей. Трудился, не жалея сил, по праву можешь отдохнуть, но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. И в такой момент торжественный хочется пожелать, чтобы на пути на жизни нам ты бы мог устоять. Не вступать на сделку с совестью, честь роняя свою. Быть достойным уважения, быть примером в строю. Сегодня праздник у тебя, и ты сидишь в кругу друзей, коллег, товарищей своих, жены любимой и детей. Трудился, не жалея сил, по праву можешь отдохнуть, но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. Сегодня праздник у тебя, и ты сидишь в кругу друзей, коллег, товарищей своих, жены любимой и детей. Трудился, не жалея сил, по праву можешь отдохнуть, но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. Но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. Но завтра снова ждет тебя нелегкий путь. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.